3 медали, 1 серебряную, 2 бронзовые привезли боксеры Инты с очередного турнира в Твери. И это при том, что спортсмены из Приполярья встречались на ринге с сильнейшими боксерами страны. Сегодня они, несмотря на предновогоднюю суету и пандемию, не прекращают свои тренировки и продолжают готовиться к покорению новых вершин. Виктория Денисова о сильных духом. Кувалда и автомобильная покрышка. Такой вот необычный снаряд. Упражнение развивает выносливость и силу удара. Несмотря на пандемию, спортсмены из Инты все свое свободное время отводят на занятия спортом. Тренировки 6 раз в неделю. Позади, после затяжного перерыва, соревнования. Интинцам в этом году все же удалось выступить на ринге и побороться за медали. В Твери они состязались с боксерами со всей России. Серьезный турнир такого всероссийского значения, в котором участвовали 8 регионов: Москва, Московская область, Ханты-Мансийск, Тула, Калуга, Рязань. Очень много было боксеров. Нам интересно было побоксировать, мне интересно было посмотреть, на что сейчас способны ребята, потому что долго не было такой боевой практики. Ну, как известно, что боксер становится боксером на ринге, не только в зале бокса. Десятки спортсменов, 4 из них – наши земляки. Все разные как по возрасту, так и по весу. Домой привезли 3 медали – серебро и 2 бронзы. Ради них, говорит тренер, ребятам пришлось изрядно потрудиться. У меня сказалась моя неподготовка после 7 месяцев перерыва нашего. Не хватило все-таки тренировок и соревнований, выездов. Артем Танзанов – один из участников Аткоми. Парень занимается боксом много лет. В своем возрасте юноша уже мастер спорта. За это время его копилку пополнили награды всевозможного уровня. Призовое место юноша привез и из Твери. В бою уступил лишь местному спортсмену. Сложности всегда есть, это же бокс, тут непредсказуемо. Все соперники по-своему хороши и никак непредсказуемо, как надо боксировать. На результатах опять-таки сказался перерыв. Большинство турниров в этом году отменили. Только в самой Инте таковых 2 по случаю Дня города и ежегодный республиканский, не говоря уже о крупных выездных соревнованиях. Между тем, форму терять нельзя, впрочем, как и останавливаться на достигнутом. Впереди новые соревнования, а с ними и достижения. К примеру, уже в феврале ребят будут ждать на турнире в Усинске, а после в Череповце. Виктория Денисова, Татьяна Манова, Евгений Михалкович, телеканал Юрган, Инта.